Хайырлы түн, құрметті достар. Қазақ тілінде 3-ші сабаққа қош келдіңіз. Доброй ночи, дорогие друзья, ибо записываю я это видео уже глубокой ночью. Приглашаю вас на 3-й урок казахского языка, и в этом уроке мы поговорим о личных местоимениях. Личные местоимения что из себя представляют? Если в русском предложении мы говорим «я доктор», «ты доктор», «она доктор», «мы доктора» и так далее, то к существительному мы ничего не присоединяем. Да? В казахском же языке, вообще в целом в восточных языках, мы к существительному должны присоединять некие аффиксы, окончания, которые соответствуют тому или иному личному местоимению. «Я доктор», «ты доктор» и так далее. И именно сегодня, именно этому будет посвящено наше 3-е занятие по казахскому языку. Итак, поехали! Для начала познакомимся с личными местоимениями казахского языка. Мен, я, біз – это мы, сен – это ты, сендер – это вы, множественное число. Ты – множественное число. Группа лиц, каждому из которых вы обращаетесь на ты. Сен – это ты, а сендер – несколько человек, но с каждым из них вы на ты. Сыз – это вы. Одному человеку уважительное отношение. Сыз – вы. Дальше – сыздер. Так же, как и в этом случае, несколько человек, но с каждым из них вы на вы. Сыздер. Ол – это он, она, потому что в казахском языке нет категории мужского, женского рода. Ол означает и он, и она. И последнее – олар. Олар означает они. Также без рода. Просто они. И женщины, и мужчины. Так вот, к чему я это все говорю? Дело в том, что каждому из этих личных местоимений присущи только свои частицы. Я называю их личные аффиксы. Допустим, личному местоимению мен, я, присущи личные окончания мын, мын, бын, бын, пын, пын. Повторяю, мын, мын, бын, бын, пын, пын. Записывайте біз. Как это переводится правильно? Мы, біз, мы. Мыз, мыз, біз, біз, пыз, пыз. Сен, ты в единственном числе, да? Два аффикса. Сын и сын. Сендер. Это группа лиц, к каждому из которых вы на ты. Сендер. Сында, сындер. Сыз, что означает вы. Сыз, сыз. Сыздер. Вы, но группа лиц, каждому из этих людей вы на вы. Сыздер. Сызда, сыздер. И последнее. Обратите внимание, ол, окончания нету. Но олар, то есть они. Окончание лар, лер, дар, дер, тар, тер. Теперь, друзья, еще раз взгляните на доску. Именно на тот сектор, который я указывал. Перепишите личные местоимения и присущие к ним окончания. Проанализируйте. И мы приступим прямо сейчас сразу к примерам. То есть, как это все работает. Итак, приступим сразу к примерам. Как это все дело работает. Как оно применяется. Поехали. В качестве примера я взял слово врач. Врач. Дарегер. Обратите внимание, вот. Дарегер. Вот оно, да? Дарегер, что означает врач. Доктор. Дарегер. Так вот. Основываясь на втором уроке, помните, мы говорили, когда вопросительные частицы брали, букве Р, это звонкое согласное, ей соответствует буква М. Поэтому мен, дарегер, смотрим сюда, мен, мен. Почему я выбрал мен? Потому что буква обращу внимание, которая похожа на И, да? Она мягкая. Ей, согласно закону гармонии гласных, соответствует мягкая буква. Дарегер. Последняя гласная в слоге это Е. Буква Е мягкая, поэтому я выбираю такую же мягкую Дарегер мен. Мен, дарегер мен. Мен, дарегер мен. Я врач. Дальше. Сен, дарегер. Так, смотрим сюда. Сен. Сын, сын. Мы определили, что мягкой букве соответствует мягкая. Из этих двух мы выбираем сын.
Сен дергер цин. Ты врач. Поехали дальше. Он врач. Единственное число. Ол дерегер. Он врач, или, как я говорил, в казахском не существует категории рода, она врач. Ол дерегер, он врач. Ол дерегер, она врач. Переходим ко множественному числу. Мы врачи. Без дерегер основа. Смотрим сюда. Без мыс, мыс, быс, быс и так далее. Но со словом дерегер мы определили, что работает частица на букву М, да? Дерегер, последний слог мягкий, значит ей соответствует мягкое «э». Без дерегер мыс. Итак, теперь вы можете говорить «мы врачи». Без дерегер мыс. Мы врачи. Дальше. Вы врач. Сес дерегер сес. Потому что вот сес, два аффикса. Сес, сес. Мы выбрали мягкий сес, потому что последняя гласная мягкая «е». Сес дерегер сес. Дальше. Вы врачи. Сездер, дергер. Сездер. Сездер, дергер, сездер. Как сказать они врачи? Они это ола. У вас несколько вариантов. Ларлер, дардер, тартер. Дергер. Звонкая согласная. Д. Не подходит. Не подходит, это твердая согласная. Л. Звонкая согласная. Л. Значит, дергер. На Л выбираем. Лар или лер? Естественно, лер. Потому что дергер заканчивается на Е. Ей соответствует такая же мягкая Е. Значит, они врачи. Олар, дергер, лер. Олар, дергер, лер. Олар, дергер, лер. Они врачи. Еще парочку примеров. Теперь разберем примеры по лицам, чтобы вам было интересней, с различными словами по различным местоимениям личным. Итак, смотрите, жас это молодой, я молод. Буква жас заканчивается на с. С это глухая, согласная. Глухой согласной, вот мен, бын, 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 соответствует, естественно, такая же глухая согласная. Буква А твердая, значит ей соответствует твердая «ы». Итак, мы определились, жас заканчивается на твердую согласную, ей соответствует такая же твердая согласная «п». Буква А твердая гласная, ей соответствует такая же твердая гласная «ы». Значит, я молод. Мен, жас, пын. Мен, жас, пын. Мне 30 лет, я считаю, я могу сказать, мен, жас, пын. Я молод. Поехали дальше. Студент. Думаю, слово не нуждается в переводе, это студент. Сен, студент. Так, сен, где он? Вот он, сен. Сын, сын. Студент, последний гласный, мягкий е. Значит, ей соответствует такая же мягкая э. Сен, студент, сын. Ты студент, сен, студент, сын. Дальше. Он, вот слово кэре, это старый. Итак, жас у нас молодой. Кэре. Повторяйте за мной. Кэре, старый. Как я говорил выше, к личному местоимению all не присоединяется никаких аффиксов. All кэре, он старый, она старая. Думаю, плохая идея кому-то так что сказать. All кэре или сен кэресон, да? Дальше. Ауру. Может быть, сталкивались с этим словом. Слово ауру означает больной. Ага, быс это мы. Смотрим. Аффиксы быс. Мыс, мыс, быс, быс, пыс, пыс. Итак, ауру. Это гласная. Из этих 6 вариантов, как вы думаете, какой аффикс будет наиболее, так скажем, применим? Ауру заканчивается на мягкую гласную у, значит ей соответствует вот этот, наиболее мягкая согласная м. Так, мыс или мыс? У. Я сказал мягкая, на самом деле она твердая. Твердая гласная у. Ей соответствует твердая гласная ы. Значит, без ауру мыс. Мы больны. Без ауру мыс. Мы являемся больными. Без ауру мыс. А что, правда? Не дай бог, да? Хорошо. Так. Талап кер. Талапкер это претендент, абитуриент и так далее. Талапкер. В английском есть такое слово challenger. Тоже красивое слово. Претендент, абитуриент, да, в университет. Так вот, талапкер это претендент. Талапкер заканчивается на р.
Так, где у нас сыс? Сыс. Два аффикса. Сыс и сыс. Последнее гласное Е. Букве Е соответствует мягкое да? Как здесь. Сыс, талапкер, сыс. Вы претендент. Вы абитуриент. Сыс, талапкер, сыс. Вы абитуриент. Вы претендент. Сыс, талапкер, сыс. Отлично. И последнее. Вот классное слово касыпкер. Это означает бизнесмен. Ола. Мы уже знаем, что это означает они. Касыпкер. Ола. Ла, лер, да, дер, тар, тер. Касыпкер. Звонкая согласная. Есть, соответственно, такая же звонкая Л. Касыпкер. Последняя гласная в слоге Е. Значит, ей соответствует такая же мягкая Е. Олар, касыпкер, лер. Они бизнесмены. Олар, касыпкер, лер. Итак, друзья, это утвердительная форма личных аффиксов. Теперь вы видите, мы структурировали личные аффиксы четко достаточно, структурно, именно по относимости к тем или иным личным местоимениям. Перепишите себе это в табличку, и прям это нужно заучить. Как бы я не любил это слово «зубрежка», но это надо заучить. Это основа, это тема, которая будет проходить через все ваши последующие темы казахского языка. Итак, поехали дальше. Все это было утвердительная форма. Теперь поговорим об отрицательной и вопросительной форме. Отрицательная форма, основываясь на втором уроке на предыдущем, образуется с помощью отрицательной частицы «не», которая переводится как «емес». Да? Помню. Как мы говорили, отрицательная частица «емес» ставится не как в русском языке перед существительным, она ставится после существительного. Да? Допустим, помните пример? Это не машина. Бұл көлік емес. Это не дом. Бұл үй емес. Так же и здесь. Давайте посмотрим, как тут у нас получается. Получается у нас следующим образом. Обратите внимание на доску. А точнее, вот на этот сектор. Вот на этот квадрат. Вот. Мы взяли то же самое слово «врач». Обратите внимание, что происходит. Мен, дәрігер, емес, пын. Что произошло? Если в утвердительной форме вот эти аффиксы личные переходили к существительному, мен, дәрігер, мын, мы говорили, да? То здесь аффикс перешел к отрицательной частице. То есть, запомните, отрицательная форма личных аффиксов образуется следующим образом. Личный аффикс переходит к отрицательной частице «емес» всегда. Причем, вот здесь в чем кайф? В том, что «емес» заканчивается на твердую согласную, соответственно, у него будут только вот эти окончания, именно которые вот в этом примере приведены, эти окончания будут сохраняться во всех случаях, какое бы здесь существительное не стояло, эти окончания будут твердые. То есть надо их запомнить только вот эти типа окончания. Итак, я не врач. Мен, дәрігер, емес, пын. Помните, мы в начале нашего урока записываем мен. Мын, мын, бын, бын, пын, пын. Емес, твердая согласная с, значит ей соответствует твердая согласная п. Мен, дәрігер, емес, пын. То есть любое существительное ставите. Мен, муғалім, емес, пын. Я не учитель. Я не, допустим, я не бизнесмен. Мен, кәсіпкер, емес, пын. Я не претендент, я не абитуриент. Мен талапкер, емес, пын. Я не болен. Мен ауру, емес, пын. Мысли поняли. Едем дальше. Сен дәрігер, емес, сын. Ол дәрігер, емес. Аффикса нет, да, в третьем лице единственного числа. Мы не врачи. Біз дәрігер, емес, опять твердое. Пыс. Біз дәрігер, емес, пыс. Мы не врачи. Вы не врач. Сіз дәрігер, емес, сіз. Сіз. Сіз дәрігер, емес, сіз. Вы не врач. Вы не врачи. То есть вспоминаем несколько лиц, с каждым из которых вы на вы. Сіздер, дәрігер, емес, сіздер. Сіздер, дәрігер, емес, сіздер.
Они не врачи. Олар дарегер. Лер емес. Забыл написать, каюсь. Здесь лер. Олар дарегер лер емес. Здесь исключение. Здесь лар лер присоединяется к существительному. Олар дарегер лер емес. Они не являются врачами. Вот. Я привел только один пример, потому что, как я сказал, какое бы здесь существительное ни стояло, отрицательная частица всегда будет присоединять именно вот эти аффиксы. Всегда. Это все, что касается вопросительной формы. Итак, мы плавно перешли к вопросительной форме личных аффиксов. Суммируем. Утвердительная форма. Мен дер Герман, я врач. Отрицательная форма, я не врач. Мен дер гер емес пен. И наконец мы дошли до вопросительной формы. Я врач, ты врач, она врач, мы врачи, вы врач, они врачи. Супер. Поехали. Что здесь произошло? Здесь я для разнообразия взял пример слова учитель. Слово учитель это мугалям. Вот оно, да? До сих пор, вот до этой буквы. Мен мугалям. Я учитель. Здесь, обратите внимание, в вопросительной форме личные аффиксы снова стоят при существительном. А вопросительная частица, она остается голой, пустой. Я учитель. Мен мугалимман бе. Почему убрал б? Потому что н ей соответствует буква б. В прошлом занятии, когда мы говорили о вопросительной форме существительного, мы расписывали, в каких случаях к какой букве относится та или иная вопросительная частица. Мен мугалимман бе. Я учитель. Сен мугалим сын бе. Видите, мугалим основа, личный аффикс присоединился к существительному. Сен мугалим сын бе. Ты учитель. Он учитель. Ол мугалим бе. Аффиксов нету. Мы учителя. Біз мугалим біз бе. Біз мугалим біз бе. Отлично. Едем дальше. Сіз мугалим сіз бе. Вы учитель. Вы учителя. Сіздер мугалим сіздер бе. Сіз мугалим сіздер бе. Вы учителя. Дальше возьмем слово казах. Казах. Мен казах пын ба. Почему я здесь выбрал пын? Потому что буква Х твердая и соответствует твердая П. Мен казах пын. Я казах. Сен казах сын ба. Ты казах. Сендер казахсындар ба. Вы казахи. Несколько человек, с каждым из которых вы на ты. Сендер казахсындар ба. Казахсындар ба. Хорошо. Он казах, она казашка. Ол казах па. Аффиксов нету. Біз казах пыз ба. Твердая П соответствует твердая К. Сіз казахсыз ба. Вы казах, единственное число. Вы казахи, несколько лиц, с каждым из которых вы на вы. Сіздер казахсыздар ба. И последнее. Они казахи. Олар казах ба. Это все, что касается личных аффиксов. Согласен, друзья. Я через экран вижу ваше недоумение. Тема достаточно такая сложная. Имеет не сколько сложная, а сколько много вещей, вот эти окончания, кучу надо выбирать и так далее. Но выберите время, поднапрягитесь. Мой совет: вырежьте отдельный картон и сделайте на ней вот именно эти окончания, чтобы не лазить по тетради. Очень помогает. Взяли картон, чтобы он всегда перед вами был, чтобы первое время подбирать правильное окончание. Потом я обещаю, это будет вылетать на автомате. Почему важно было эту тему? Потому что эта тема составляет основу, я не побоюсь этого сказать, всего казахского языка. Эти окончания личные будут лезть во все темы последующие. От того, как вы узнаете эту тему, будет зависеть ваше дальнейшее успешное изучение казахского языка. Поэтому, друзья, посмотрите это видео еще раз, несколько раз я рекомендую. Выпишите себе все личные окончания, которые соответствуют тому или иному личному местоимению,
и потренируйтесь на примерах, а также выполните то домашнее задание, которое я вам отправлю. Большое вам спасибо. Коп-коп рахмет сізге. Келесі кездескенше. До новых встреч. Хош болыңыз.